Доброе утро! Сегодня 3 марта, среда, и это утро на каналах Якутия-24 и НВК Саха проведем с вами мы, Катерина Винокурова и Степан Федоренко. Сегодня мы с вами поговорим о проблемах слуха, как не допустить и как лечить, если эти проблемы возникли. Узнаем, по каким приметам можно определить приближение весны, также пообщаемся с интересными гостями. Да, я напомню сразу же наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. На него присылайте свои какие-то приветы, поздравления для своих близких, родных, друзей, коллег, а также какие-то интересные новости и события, которые у нас произошли. Также напомним страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а теперь поговорим о погоде. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 38, минус 47 градусов. В Заречной группе минус 30, минус 40. В Южных минус 26-28 градусов. В Вилюйской минус 38-46. А в Нижнеленских минус 36, минус 37. В Западных минус 34-37 градусов. В Колыме-Дигирской группе минус 31, местами минус 44. В Янских 43-44 со знаком минус, на северо-западе минус 41-46 градусов. Температура воздуха в городе Якутске в 6 часов утра составила минус 39 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер южный 1 метр в секунду. А днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов со знаком минус. Главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России по Центральному округу спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в стране. К нам присоединяется наш новостной обозреватель канала Якутия-24 Сергей Михедов. Сергей, доброе утро. Ну, когда же уже наконец? Когда? Утро доброе, коллеги. По мнению эксперта Минздрава, окончание пандемии коронавируса в России следует ожидать ближе к середине этого года. Все будет зависеть от формирования коллективного иммунитета у граждан нашей страны. Якутия, доброе утро. Мы переходим к выпуску новостей. Владимир Путин призвал прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать развитие угледобывающих регионов, даже при снижении мирового спроса. На совещании по развитию угольной отрасли президент также призвал строить планы на более длительную перспективу с учетом стратегических вызовов и долгосрочных перспектив рынка. Кроме того, глава государства отметил, что считает возможным нарастить поставки российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но здесь важно не упустить момент. При этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании. И важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности. В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов. Даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры. В том числе важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов. И, конечно, этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной, комфортной среды для жизни. Ключевых опорных отраслей В совещании принял участие глава региона Айсен Николаев. Владимир Путин поручил проработать механизмы финансирования по расширению восточного участка БАМа. Речь идет об увеличении вывоза угля из Южной Якутии в восточном направлении. Такое решение положительно скажется для экономики нашей республики. Это прежде всего налоговые поступления, которые к 2024 году вырастут в 6 раз, и рабочие места, которые увеличатся в 2 раза, написал Айсен Николаев на своей странице в Инстаграм.
Контроль качества первой партии вакцины «Ковивак» завершится до конца марта. Ее также разработал научный центр имени Чумакова. Сейчас идет процесс контроля качества первой партии этой вакцины от коронавирусной инфекции. Он завершится примерно во второй половине месяца, сообщили в учреждении. Центр имени Чумакова является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в сфере изучения энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавирусов и вирусных гепатитов. Единый государственный экзамен в России стартует в этом году 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку планируется провести 3 и 4 июня. В проекте отмечается, что испытания по профильной математике проведут 7 июня, по истории и физике 11, по обществознанию 15 июня. Биологию и письменную части ЕГЭ по иностранным языкам выпускники будут сдавать 18 июня. Также опубликован проект расписания государственных выпускных экзаменов, которые сдадут не планирующие поступать в вуз школьники. Выпускникам придется сдать только 2 обязательных предмета – 25 мая по русскому языку, 28 мая – математику. Современный горнолыжный комплекс для подготовки спортсменов и развития туризма планируют создать в поселке Лебединое Алданского района. На сегодня в районе действует центр подготовки лыжников, куда ежегодно приезжают сборные команды России и других стран. Появление комплекса позволит Якутии проводить соревнования республиканского и федерального уровней. Алданский район в декабре прошлого года посетил представитель Федерации горнолыжного спорта России. Согласно технической оценке, склоны и траверсы гор соответствуют олимпийским стандартам по ряду горнолыжных дисциплин и подходят для строительства горнолыжного комплекса. К этой минуте у меня все. Я передаю слово коллегам. Спасибо, Сергей. А теперь мы знаем, как получить звание лучшего офисного работника. Знаешь, для этого достаточно по утрам слушать музыку. Да ты что, как это связано? Да, это очень влияет на продуктивность, на внимательность на работе. То есть, главное, слушая музыку, я стану лучшим офисным работником? Да, вполне возможно. Жалко, что я в офисе не работаю. Главное определиться с жанром музыки. Ну, а еще можно совмещать приятное с полезным. Допустим, когда мы делаем зарядку по утрам, мы, соответственно, тоже включаем любимую музыку, настраиваемся на день, заряжаемся. И главное, опять-таки, выбрать свои любимые треки и зарядиться бодрым настроением вместе с нашей зарядкой. Далее, да, заряжаемся. Доброе утро, меня зовут Мари, я фитнес-тренер. Я покажу сегодня отличную зарядку, которая заряжает на полный день. И поехали! Итак, первое упражнение. Мы ручки напрягли, прикрыли пах, встали на носки. И делаем выпрыжку на носках, ножки в стороны вместе. И ручки над собой поднимаем. Работаем в течение 20 секунд, отдыхаем 10 секунд. Итак, второе упражнение. Мы делаем выпад назад, колено 90 градусов, спинка прямая, в поясничке легкий прогиб. Работаем также в течение 20 секунд, отдыхаем 10. Итак, третье упражнение. Из состояния прямо мы ползем в планочку, не опускаемся вниз, просто зафиксированный корпус и обратно поднимаемся на прямые ножки, наверху выдох. Четвертое упражнение. Мы садимся в стул, делаем легкую выпрыжку вверх на носки и обратно также приземляемся мягко на носки. Колени 90 градусов, ягодицы отводим назад, в пояснице легкий прогиб. Пятое упражнение. Мы делаем выпрыжку на носках вперед-назад, при этом совершаем удары ручками. Из состояния стульчик, из приседа, да, мы совершаем подъем вверх, делаем локоть колена на выдохе, обратно возвращаемся в стул, делаем носок, ручка, обратно в стул, противоположная рука, опять колено, опять сели в стул и опять противоположный носочек на выдохе. Ну что, была отличная зарядка, желаю всем прекрасного дня и пока!
Доброе утро! По результатам народного голосования город Якутск стал столицей тотального диктанта 2021 года. 10 апреля в Якутск приедет автор текста диктанта, писатель Дмитрий Глуховский. Да, и сейчас полным ходом идет подготовка к мероприятию, и в Якутск приехала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Рябковец. И сегодня она у нас в гостях. Ольга, доброе утро. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Как вы отреагировали на тот факт, что столицей тотального диктанта в этом году станет город Якутск? Я хотела, во-первых, добавить, что не только по результатам народного голосования, но и команда Якутска готовила выступление, готовила целую программу и с 5 другими финалистами представляла ее в финале конкурса 6 февраля в Москве. И уже жюри определяло победителя, то есть в 2 этапа проходило испытание. Все города были сильные, был Томск, был Салехард, была Рязань, был Саранск, которые претендовали. Ну и, конечно же, то, что победила Якутск, это, наверное, новая веха в развитии тотального диктанта. И в этом году мы понимаем, что это позволит нам сделать акцент на многонациональность, на многоязычие нашей страны и, в принципе, Якутии. И мы сейчас готовим очень большую программу мероприятий, приуроченных к тотальному диктанту. Вот как раз-таки какие мероприятия пройдут в рамках, да? Мы знаем, что фестиваль грамотности ожидается, на который приедет целый филологический десант. Да. Действительно, знаете, у нас раньше была такая традиция, мы от одной столицы статус другой передавали автопробегом, и мы думали о том, что мы можем поехать из Санкт-Петербурга в Якутск, но понятно, что погода весной не очень предсказуемая, есть большие риски, тем более много времени потребуется, поэтому мы решили высадить такой действительно тотальный десант и проведем целый фестиваль грамотности в течение недели до тотального диктанта. В Якутске будут проходить мероприятия и для профессиональных сообществ, и для самой широкой аудитории, посвященные русскому языку, продвижению грамотности. Также мы, конечно, очень хотим показать Якутию всей широкой аудитории тотального диктанта, потому что акция всемирная, да, и мы придумали, что в курсы по подготовке к тотальному диктанту в этом году будет встроен урок якутского языка. И уже перед диктантом к нам приедет автор, к вам приедет автор, и будут здесь мероприятия с ним, а в рамках фестиваля, например, в Якутск приедет Андрей Геласимов, автор текста тотального диктанта 2020 года, уроженец Якутии, да. и человек вам совершенно не чужой, он тоже уже ждет этой возможности. Ну вот, ежегодно 1000 людей принимают в тотальном диктанте участие. Почему, на ваш взгляд, успех, популярность такая в народе? Ой, знаете, иногда мы сами себе на этот вопрос не можем ответить. На самом деле в тотальном диктанте каждый находит что-то свое. Для кого-то это элемент ностальгии, возможность погрузиться в те далекие школьные годы, когда мы писали ручкой от руки под диктовку любимого учителя. И на самом деле само написание ручкой от руки в наши дни уже становится некоторой экзотикой и ритуалом. Для кого-то это хорошая возможность провести выходные с семьей, с коллегами, с друзьями. Кто-то хочет действительно написать текст своего любимого писателя или писателя, которого он только для себя открыл благодаря тотальному диктанту, и текст, который никто еще не слышал, текст, который все услышат впервые именно в день акции. А в этом году тотальный диктант будет сопровождать еще и премьера фильма. И, кстати, здесь тоже, мне кажется, не случайно Якутск стал столицей тотального диктанта, как республика, город, который славится своим кино. И на площадках тотального диктанта 10 апреля участники, прежде чем написать текст, увидят премьеру фильма «Обещание». Это тот фильм, который мы сняли на сюжет текста тотального диктанта, короткометражный художественный фильм. Да, еще и кино посмотрим. Да, каждый год мы стараемся удивлять. В этом году мы удивили сами себя, и фильм получился действительно очень хороший, и текст диктанта очень трогательный, поэтому всем рекомендую писать. Ольга, вот, кстати, да, организаторы ежегодно готовят что-то интересное, да, а какие-то еще, может быть, фишечки вы нам раскроете? Во-первых, Якутск в этом году будет готовить к тотальному диктанту, и каждый год у нас курсы подготовки к тотальному диктанту запускаются и в режиме онлайн, и в очном режиме, там, где это возможно, к сожалению, не везде сейчас. А сейчас, буквально вчера, мы запустили первый аудиокурс по подготовке к тотальному диктанту. Это курс на Storytel, его можно прослушать. Дмитрий Глуховский и наш эксперт Ксения Туркова его читают, поэтому русский язык доступен во всех удобных формах сейчас.
сейчас. Ольга, что ж, да, давайте напомним, Ждем. 10 апреля в городе Якутске на какой площадке? Площадок будет очень много. Буквально вчера у нас было совещание. По республике будет более 70 площадок работать, так что практически везде можно будет написать тотальный диктант. Кроме того, он будет проходить в режиме онлайн. Можно заходить на сайт totaldict.ru и писать диктант онлайн. И там же будет идти 18-часовой онлайн-марафон. Одна из студий будет работать из столицы тотального диктанта, из Якутска. Основная студия будет в Москве. И целый день мы будем говорить о грамотности, о русском и о якутском языке. И будем повторять правила русского языка. Это здорово. Вы в первый раз у нас в Якутске? Да, я в первый раз. Как впечатление, расскажите. Знаете, я сама из Сибири, и вот такого холода, наверное, приятного, колющего я не испытывала с Это самого еще не детства. холодно, поверьте. Я понимаю, но я взяла с собой, правда, все самые теплые вещи. Я вчера была в театре оперы и балет. Это было невероятно. Я на самом деле не устаю удивляться, насколько в Якутии богатая культура, самобытная и при этом очень высокого уровня. Поэтому я думаю, что нас и команду «Тотального диктанта», и наш филологический десант, и автора Дмитрия Глуховского, который был в Якутии, но достаточно давно, ждет много-много приятных открытий. Ольга, ну мы знаем, что вы также посетили Северо-Восточный федеральный университет. Что можете сказать? Да, помимо этого мы еще были в Доме дружбы народов. В университете мы на самом деле сегодня будет у нас более плотная программа. Мы будем смотреть. Наша задача определиться с главной площадкой акции. Вообще, конечно, я еще раз хочу выразить свое восхищение филологами университета, потому что именно их команда и добилась того, чтобы Якутск стал столицей тотального диктанта, и готовит сейчас разные интересные вещи, связанные с программой именно столичной, с фестивалем грамотности, и то, насколько люди любят и русский язык, и якутский язык, и все языки, которые представлены в республике, и самоотверженно, конечно, заставляют удивляться, восхищаться. Я уверена, что у нас общими усилиями получится сделать 10 апреля все на очень высоком Да уровне. я уверен, что все Да, я получится тоже хорошо. думаю, да, и это здорово, что Да. в Якутске проходит столь такое масштабное мероприятие. Спасибо вам, Ольга, Спасибо. за Спасибо. участие в нашей программе. Приезжайте Ждем, к нам снова. да. Ждем Дмитрия Глуховского, писателя, к нам в гости. Кстати, Катя, а какой у тебя любимый писатель? Ну, ты знаешь, я больше люблю сейчас, вот как-то с годами, да, погружаюсь в прозу. Я люблю стихи, поэтому, да, как-то у меня Поэтичность жизни уходит у тебя, что ли? больше любимой прозаики. В основном я люблю читать Эдуарда Асадова. А у тебя? А у меня Достоевский. Я что-то как-то так уже давно на него подсел. Классика. Да, и прям до сих пор читаю, каждый раз что-то новое узнаю. Потрясающий автор. Кстати, сегодня Всемирный день писателя у нас. Ну, а какими еще Да, событиями события, да, знаменит произошли сегодняшний в день? этот день. Ну, Узнаем в нашей рубрике. 3 марта – Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы. Также сегодня Международный день охраны здоровья уха и слуха. Его учредила Всемирная организация здравоохранения. У славян сегодня день памяти князя Игоря. 3 марта 1613 года Земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова, первого русского правителя из династии Романовых. В 1861 году в этот день император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. 3 марта 1918 года подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны. В 1923 году в этот день вышел первый номер американского журнала «Time». 3 марта 1973 года в Вашингтоне во время встречи представителей 80 стран была подписана Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 3 марта 1824 года родился Алексей Абрикосов, российский предприниматель, основатель концерна «Бабаевский». В 1847 году в этот день появился на свет Александр Белл, американский ученый, изобретатель и бизнесмен, основоположник телефонии. В этот день, в 1966 году, родился Михаил Мишустин, российский государственный деятель, политик, экономист, председатель правительства России. 3 марта 1993 года появилась М-Видео, российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. А 3 марта 2008 года создали российскую авиакомпанию «Северный ветер».
Сегодня отмечают 100 лет со дня рождения Серафимы Слободчуковой, врача-фтизиатра, заслуженного врача РСФСР и Якутской АССР, почетного гражданина Амгинского улуса. Именины в этот день празднуют Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев и Павел. Поздравляем всех именинников сегодняшних. И, кстати, еще сегодня Всемирный день дикой природы. Съемочная группа телеканала «Якутия-24» накануне оказалась в зоопарке Ортодойду и наблюдала поздний завтрак медведицы Колыманы и медвежонка Алмаза. Когда семейство вышло из берлоги, то их уже ждала свежая рыба и мясо. Но Колымана в первую очередь предложила Алмазу поиграть с мячами, а не поесть. Медвежонок с радостью принялся гонять по вольеру пластиковые игрушки, совершенно не обращая внимания на приготовленную трапезу. Медведи тоже люди, предпочитают фитнес. Для начала зарядку, да? Да, для начала зарядку, а потом... плотненький завтрак. Как бы это умные животные, которым хочется, кроме процесса питания, еще какое-то познавание мира. Поэтому вот этот элемент игры – это элемент познавания мира. Если, когда он становится сытым, у него же остается элемент игры. Он может играть и с костью, и с салом, и как-то там, да, и даже с какой-то тухлой рыбой, или там потаскать ее не то, что он хочет есть, просто поиграть. Ну, в течение жизни с мамой все время есть элемент передачи опыта, есть элемент, потому что это важно. Вот. Доброе утро! Сегодня 3 марта. Все меньше и меньше времени остается до самого такого волшебного праздника. После Нового года, 8 марта, ожидается. Меньше и меньше времени нам на подготовку остается. Очень жду. Вот, кстати, у нас на наш WhatsApp номер поступило поздравление. Дорогую любимую жену поздравляю с тем, что сегодня замечательный наш день. Поздравляет Эдуард. Ну, видимо, Мария и Эдуард знают этот день. Напомню, номер. Поздравляем, Эдуарда. Да, мы тоже поздравляем, присоединяемся к поздравлению. Напоминаем, номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Присылайте свои поздравления, приветы своим близким, а также какие-то интересные новости на этот номер. Да, делитесь с нами своим настроением. Ну а далее передаем слово нашему обозревателю Сергею Михедову. Ограничения, введенные в период пандемии для очного обучения в школах, будут точечно сохраняться в зависимости от эпидситуации. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Никогда дистанционные технологии не заменят традиционное обучение, подчеркнул он. По его словам, в настоящий момент цифровая среда направлена на то, чтобы дополнить традиционную систему образования. Министр рассказал, что к концу прошлого года каждая школа была проанализирована на наличие интернета и уровень использования информационных технологий. Он уточнил, что разработанный совместно с Минцифры план предполагает к концу года обеспечить все городские школы скоростным интернетом. Оформить пособие по уходу за людьми с инвалидностью станет проще. Граждан избавили от необходимости предоставлять в пенсионный фонд весь набор необходимых для выплат справок. В частности, сведения о том, что заявитель не работает, не получает пособие по безработице, сотрудники ПФР должны получить сами из федеральных информационных систем. Об этом сообщили на сайте Кабмина. В каждом втором городе России в течение 3 лет появится виртуальный концертный зал. В прошлом году в 44 регионах России открыли 80 виртуальных концертных залов, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова. По ее словам, виртуальные концертные площадки сегодня очень востребованы. Благодаря им выступления известных коллективов и солистов становятся доступными даже в самых отдаленных городах. В стране всего порядка 1100 городов. В результате реализации нацпроекта «Культура» практически каждый второй из них будет оборудован такой площадкой, сообщила министр.
Документальный фильм «Вечная память народа» презентовали в Якутске. Картина повествует об одном из трагических событий в истории региона времен Великой Отечественной войны в Чурапчинском переселении. По словам авторов фильма, это попытка осмысления произошедшего с позиции сегодняшнего дня. История переселения показана через воспоминания очевидцев, а через рассказы героев восстановлены события прошлого. Несмотря на то, что фильм документальный, в нем есть масштабные постановочные сцены. Это реконструкции, которые восстанавливают события и делают их ближе и понятнее зрителю. Наш проект нацелен на сохранение исторической памяти. Мы считаем, что мы должны, нынешнее поколение должны сохранить историю нашего народа, даже трагические моменты нашей истории и передать будущему поколению, чтобы вот такие вот страшные трагедии никогда не повторились, чтобы молодежь ценила жизнь, какой ценой вот такая жизнь досталась этому поколению, да? В Горном районе прошла встреча с ветеранами боевых действий. Участники мероприятия по традиции возложили памятный венок к мемориальной доске погибшего при исполнении воинского долга Александра Парфенова. Члены боевого братства в своих выступлениях коснулись темы увековечения своих боевых товарищей. В ходе встречи инициативная группа предложила администрации Горного Улуса и села Бердигистях проект сквера ветеранам боевых действий. Приятным событием стало вручение военным комиссарам, членам боевого братства памятных медалей за мужество и отвагу. Я очень рад, что все наши ребята, которые присутствуют здесь, что они не забыли, что они делали, где они были, что они действительно с оружием в руках защищали нашу Родину. И я считаю, что эта память должна быть навечно увековечена, и что мы никогда не должны забывать о том, что они сделали. И очень рад, что мы организовали данное мероприятие, что мы ежегодно это все проводим, что наша ячейка Горного Улуса боевого братства существует, что она двигается вперед, и что еще немало дел для нашего подрастающего поколения, для нашего Улуса мы еще сможем совершить. К этой минуте у меня все. Хорошего вам дня. Я возвращаю слово коллегам в программу «Утро Якутии». Спасибо, Сергей. Степа, как ты думаешь, вот эти вот методы, различные способы бросить курить, как таблетки, чтение вот каких-то книг специальных, они помогают бросить курить? Ну, ты знаешь, у меня вот двое знакомых у меня бросили курить, именно прочитав книгу эту знаменитую Алена Карра. Алена Карра, да, кстати. Кто-то, чтобы бросил курить с помощью каких-то таблеток, жвачек и так далее, я не слышал. Вот, у меня, кстати, вот был знакомый, который как раз-таки благодаря таблеткам и бросил курить. Вот в чем дело, не знаю. Мне кажется, все-таки дело в самовнушении. Да, я думаю, что когда в голове поймешь, что тебе это не нужно, тогда помогут и таблетки, и книга, а может быть, вообще ничего не понадобится. Может, просто так вот отрежешь себе и все, и бросишь эту вредную привычку. Обязательно. Боремся с этой привычкой, говорим постоянно о вреде данной привычки. Посмотрим сюжет. Давайте. Доброе утро. Ни для кого не секрет, что курильщики чаще болеют и раньше умирают. По статистике, 5 миллионов человек в год умирают от пагубной привычки. Большинство из них в трудоспособном возрасте. Табачный дым содержит более 4000 вредных веществ, 250 из которых канцерогенны и мутагенны, вызывают раковые опухоли. Множественные научные исследования доказали, что курение способствует развитию таких заболеваний, как рак гортани, легких, губ, языка, желудка и других органов. Другой распространенной болезнью является хроническая эмфизема легких, также хроническая обструктивная болезнь легких и хронический бронхит. Кроме того, постоянное присутствие токсинов в организме снижает иммунную защиту, поэтому вероятность заболеть туберкулезом
плохо видно дальние предметы, наоборот, дальнозоркость, близорукость, то со слухом не так просто. Как распознать первые признаки снижения слуха? Вот, есть ли какие-то четкие признаки, вот, сигнализирующие, что что-то не так, со да? слухом, Со да, слухом. стало хуже? Ну, во-первых, в общении. Человек, который переспрашивает у своего собеседника, или же, может быть, он, значит, плохо не понимает речи, допустим, когда имеется рядом собеседник и более 2 человек, у него, значит, появляется, ну, неразборчивость. Кроме того, у таких людей, которые начинают терять слух, у них появляется, страдает эмоциональное состояние. То есть такой человек становится напряженным, потому что он пытается слышать, прислушиваться, хочет расслышать. Далее, допустим, человек может избегать общений. Допустим, если он раньше хорошо общался с людьми, да, а появляется, значит, ограничение общения. То есть какие-то психологические проблемы Да, даже, да, возникают. появляются, да. Кроме того, ощущение шума в ушах. Постоянный шум, свистящий шум, который беспокоит. Ну, это первые признаки того, что начинаются проблемы со слухом. Первый звоночек, да? Да. Ага. А какие факторы способствуют снижению слуха? И как вот в целом у якутян обстоит ситуация со слухом? Да? Влияют ли как-то климатические условия на органы слуха? Холод, ага. Ну, во-первых, факторы какие? Первое – это генетическое, наследственное есть, врожденное, когда рождаются дети от глухих родителей. Так, далее это… То есть это передается по наследству? По наследству, эта проблема? да, по наследству передается так. Далее, второе – это заболевание уха. Это может быть хронические отиты, инфекционные заболевания. У детей это такие заболевания, как краснуха, корь, менингит, паротит и так далее. Далее причинами могут быть травмы, черепно-мозговые травмы. Это ушибы головного мозга, сотрясение головного мозга. Так, далее, ну и, конечно, шум и вибрация. Потому что последние годы у нас увеличивается количество громкого звука. Например, в торгово-развлекательных центрах, спортивных комплексах, даже в фитнес-залах, в кинотеатрах и так далее. Да. Ну и, конечно, это постоянное ношение значит, ушных наушников, когда человек постоянно слушает громкие звуки. А вот вы знаете, я вот такое слышал, что наоборот полная тишина вводит человека наоборот в какую-то там в панику, то есть и человек от природы не привык к вообще абсолютно полной тишине. Если в какую-то вот студию там полностью заглушенную заводят, то человек начинает сходить с ума. Ну, человек, он, значит, прислушивается к своему слуху. В тихой обстановке он может слышать, знаете, шум, сосудистый шум он может слышать. Да, абсолютно тихой обстановке. Это такой сосудистый шум, когда идет кровоток, и там определенные такие, ну, бывают звуки, которые он может слышать. Но когда он усиливается, когда это часто и когда это свистящие шумы, это уже, конечно, звоночек. Да. Наталья Афанасьевна, как и где можно получить помощь тем, у кого возникли проблемы с органами слуха, и как вообще с развитием технологий, да, влияет Значит, помощь? Так, если начинаются проблемы со слухом или имеются проблемы со слухом, то пациенты обращаются сначала к своему доктору, оториноларингологу. Далее оториноларинголог направляет их в Республиканский судологический центр, который находится в Национальном центре медицины. Там проводится диагностика и, значит, дальнейший план ведения данного пациента. Ну, наша задача какая? Наша задача – это помочь пациентам, у которых имеются проблемы со слухом. Допустим, может быть, это банальная
серная пробка может быть. Это увидит лор-врач и удалит, и все восстановится. А другое дело, когда имеются там серьезные проблемы, тогда мы делаем или подбираем индивидуально слуховой аппарат, или мы предлагаем операции, которые восстанавливает слух. Называется реконструктивная операция на ухе или называется кохлеарная имплантация. Вот в республике у нас сейчас более 250 людей, которые перенесли эту операцию, которые социализированы, адаптированы в нашем обществе. Они слышат, учатся в школах дети, учебных заведениях и так далее. Да. А какая-то существует профилактика? Профилактика, да, конечно. Профилактика, во-первых, это охрана здоровья матери. Далее это создание условий труда, занятий и так далее. То есть гигиена труда, как мы говорим, да, избегать шума, вибраций и так далее. Или же одевать защитные средства, которые предотвращают какие-то громкие звуки. Да. Профилактика, конечно, проводится у нас с рождения ребенка. Каждый ребенок при рождении в роддоме обследуется на слух. Называется аудиоскрининг. То есть ни один рожденный ребенок из роддома не выписывается без проверки слуха. Это проводится по всей России, аудиоскрининг называется. И вот ежегодно, благодаря этому аудиоскринингу, мы выявляем где-то 15-20 детей с глухотой. И этих детей мы должны выявлять до года и рекомендовать план ведения этого пациента. Если мы выявляем, то уже предполагается операция до года, называется кохлеарная имплантация. А вот как-то тренировать слух можно, особенно вот в старости? Можно, наверное, он к старости снижается с возрастом. Да. А как-то... С возрастом, да? Да. Ага. Есть, конечно. Развивать его. Вот возрастное снижение слуха у нас называется пресбиакузис. Где-то после 30 лет начинается снижение слуха. А если этому еще помогать громкими звуками, ношениями наушников, то могут быть большие проблемы. Но тренировать... Но мы рекомендуем как? Если мы человеку рекомендовали слуховой аппарат, или если ребенок не слышит, то мы обязательно рекомендуем слуховой аппарат. Если он не будет носить, то будет прогрессирование, снижение слуха. Наталья Афанасьевна, благодарим вас за полезную беседу этим утром. Будьте здоровы, отличного вам дня. А я думаю, что с приходом весны наступают вот эти вот самые холодные ветра, поэтому органы слуха нужно особенно беречь. Не продувало ушки. Да. Жители республики, тем более в эти выходные, активно уже вышли на воздух, заниматься видами спорта зимними. Да, минувшая зима запомнится нам. Якутия не зря носит название самого холодного региона страны. С давних пор наши предки наблюдали за природными явлениями и записывали, и запоминали приметы. О том, какие из примет приближения весны дошли до наших времен, мы расскажем далее. В якутской мифологии бык холода олицетворяет неотвратимую стихию, бушующую почти 8 месяцев. По поверьям народов Саха, мороз, холод и зима в целом – это стихии, рождающиеся из воды. Бык выходит из Северного Ледовитого океана, неся с собой морозы и туманы, а с наступлением весны возвращается в океан ждать следующего прихода. Одно фольклорное предание, согласно которому бык начинает отступать и терять свои части тела после того, как в конце января, 31 января, прилетает с юга большой орел. Он очищает свое гнездо от снега и издает громкий клёкот. И от крика этой божественной птицы бык, зверь, начинает отступать. И постепенно он теряет, рог, другой, голову, потом у него ломается спина, и душу его уносит река Лена.
Древние люди жили в ладу с природой и были очень наблюдательны к повадкам животных. Мы решили расспросить специалистов зоопарка, чтобы узнать, кто же первым из их подопечных сигнализирует о скором наступлении тепла. Мы можем говорить о том, что увеличился световой день, продолжительность светового дня. И в связи с этим, например, у белых медведей увеличилось потребление рыбы и рыбьего жира. Это говорит о том, что больше солнца, больше ультрафиолета, и можно потреблять больше витамина D, который им так необходим. Но также повысилась активность у хищных млекопитающих, например, рыси, волки. У них скоро начинается уже период размножения, и активность их растет со световым днем, можно сказать, Легенды – это, конечно, фольклорное наследие, но в период высоких технологий и цифровизации не стоит игнорировать и научный подход. Изо дня в день, и в дождь, и в снег работники гидрометцентра снимают показатели с приборов и составляют прогнозы погоды. Если говорить профессионально, наступление весны, метеорологической весны, это когда среднесуточная температура устойчиво переходит через 0 градусов. Такое происходит в Якутии, это последняя декада апреля и первая декада мая. Поэтому о весне метеорологической говорить еще очень-очень рано. Есть легенды, есть наука, но самая главная примета наступления тепла – это, конечно же, наши горожане, которые в теплые деньки стараются все больше времени проводить на улице. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Владимир Павлов, Григорий Охлопков, Якутск. Да, метеорологической весне, может быть, еще и рано говорить, но как-то в душе уже наступило. Тем более женский праздник этому как-то способствует, приближение женского праздника, чувству весны. У нас есть сообщение на WhatsApp, позвольте зачитать. Желаю, чтобы утро было бодрым, улыбчивым, позитивным, приятным и полным солнечного света, аромата кофе и интересных планов на день. С добрым утром, Якутия! Максим из города Вилюйска поздравляет всех якутян. Привет, Вилюйску! Привет, Вилюйску! Еще одно сообщение. Доброе утро! Хочу поздравить подругу Таню с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, чтобы все твои желания исполнились, любви, огромного счастья. Ленка поздравляет подругу Таню. Мы Таню тоже поздравляем. поздравляем. Прекрасный день, по-моему. Напоминаем наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него свои приветы, поздравления, новости. Степа, ты смотрел фильм «Список Шиндлера»? Да, но уже давненько смотрел. Чуть-чуть помню. Ага. Я помню, что там была хорошая музыка. Да, я его посмотрела тоже, мне очень понравился. Кстати, если наши телезрители тоже не знакомы, дата выхода фильма 93-й год, называется он «Список Шиндлера», и рассказывает лента реальную историю про члена нацистской партии Оскара Шиндлера, который, несмотря на свое положение, во время Второй мировой войны спас более 1100 евреев. Представляешь? А с чем связан этот фильм с Якутией? А тем, что алданские музыканты презентовали клип, снятый на музыку из кинофильма «Список Шиндлера». Съемки клипа проходили в сентябре 2020 года на месте, где раньше был расположен лагерь репрессированных ссыльных Васильевка. В начале 40-х годов на этом месте появился обычный поселок, но в окрестностях никто не знал, что это за селение. И только спустя некоторое время стало известно, что это один из многочисленных сталинских лагерей. Место, где проходили съемки, находится на сопке, на самом продуваемом участке. Около 6 часов провели музыканты и съемочная группа, работая над этим клипом. Когда едешь по нашим трассам куда-то по Лени, по трассе Лена, либо по Колымской трассе, там вдоль дороги постоянно встречаются эти заброшенные, уже полуразвалившиеся лагеря, и просто останавливаешься, смотришь, и как-то даже ком в горле стоит от таких видов, от того, что там было
тогда, когда-то давно, в этот жуткий холод. Ну а из мест не столь отдаленных перенесемся к экономике. Авиаперевозчики планируют в скором времени предоставлять на коротких авиарейсах услуги платного интернета. Предполагается, что стоить услуга будет от 5 до 25 долларов США. Подробнее об этом и о других новостях экономики расскажет наш коллега Иван Лазаренко. В России с апреля появится платный интернет на коротких авиарейсах. Такую услугу первой в России предложит компания «Аэрофлот». В этом году перевозчик оборудует доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320. Еще две авиакомпании «Ютейр» и «Уральские авиалинии» сейчас прорабатывают вопрос запуска интернета на борту. S7 Airlines не планирует в ближайшем будущем предоставлять пассажирам такую услугу. Оснащать интернетом самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа» также пока не планируется, заявили в пресс-службе Аэрофлота. Пассажиру за выход в интернет в полете придется заплатить от 5 до 25 долларов. Так, неограниченный доступ к мессенджерам в полете обойдется в 5 долларов. Средняя скорость передачи данных должна составить 10 мегабит в секунду, уточнили в пресс-службе авиакомпании. С 27 апреля с карт национальной платежной системы МИР нельзя будет переводить деньги на иностранные электронные кошельки. Запрет вводится для минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств. Действительно, транзакции, о которых идет речь, иногда бывают связаны с совершением не совсем легальных финансовых операций. Однако введение ограничений может затронуть интересы законопослушных граждан стран Центральной Азии, приезжающих в Россию на заработки. Что касается большинства граждан России, которые используют карту МИР в повседневной жизни, то они даже не заметят изменений. Другие платежные системы в России пока не вводили никаких ограничений на перевод денежных средств на иностранные электронные кошельки. Продавцы AliExpress смогут не платить за доставку первой сотни товаров в любой регион России. Воспользоваться предложением смогут те продавцы, которые с 1 марта начнут пользоваться услугами логистической компании Cainiao. Благодаря мерам поддержки со стороны компаний AliExpress Россия и Cainiao, на которые выделено около 3 миллиардов рублей, предприниматели смогут первое время экономить деньги на доставке. Доставка товаров будет бесплатной вне зависимости от числа заказов, однако вес посылки не должен превышать 30 килограммов. После отправки 100 бесплатных заказов продавцы будут платить за доставку 69 рублей за посылку. Руководство компании отметило, что приоритетом для торговой площадки остается поддержка малого и среднего бизнеса, а также расширение локального ассортимента и ускорение доставки. В России с 1 марта изменились правила начисления детских пособий. Теперь беззаявительный порядок назначения ежемесячных пособий на первого и второго ребенка до 3 лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает 2 прожиточных минимумов, перестает действовать. Ранее процедуру упростили из-за пандемии коронавируса, и начисления продлевались автоматически. Сейчас, чтобы продлить льготу, родителям нужно будет снова собрать все необходимые документы. Кроме того, органы соцзащиты и Пенсионный фонд необходимо информировать о смене места жительства и об обстоятельствах, влекущих за собой прекращение этих выплат. Ну, немножко продолжим тему льгот и пособий. В этом году произошли изменения по порядку получения некоторых пособий. Так, с 1 марта перестает действовать беззаявительный порядок назначения выплат, который был введен в связи с мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Какие изменения произошли и кого это касается, узнаем у представителя «Мои документы» Ольги Сарановой. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ну, кто является получателем этих пособий, для кого изменился порядок их получения? При рождении ребенка в семье полагается государственным выплаты пособия. Такие выплаты положены всем семьям, либо же есть некоторые выплаты, где семья должна соответствовать критериям. Основным критерием чаще всего выступает общий доход семьи. Так. Ну, какие меры соцподдержки оказываются сейчас семьям с детьми? На данный момент при рождении первого ребенка это единовременное пособие по уходу за ребенком, при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет,
Ежемесячное пособие на ребенка – это в том случае, если семья имеет доход ниже прожиточного минимума. Также есть выплата молодым семьям. Это если родился первый ребенок, и в которых в семье оба супруга не достигли возраста 30 лет. Также есть ежемесячное пособие при рождении первого ребенка, который родился начиная с 2018 года, так называемая путинская выплата. И есть также единовременная выплата при рождении первого ребенка, также, который родился начиная с 2019 года. Это наша региональная выплата. Далее, если в семье родился второй ребенок, уже, то плюс к этим выплатам семья также может претендовать на выплату от 3 до 7 лет. Если обратилась, например, многодетная семья, то есть 3 ребенка, то также дополнительно к этим выплатам уже вышеперечисленным, семья может претендовать, если в семье есть школьник, то на выплату ежегодную для приобретения школьной формы. И есть также региональная выплата для многодетных семей. Также, если ребенок третий родился, начиная с 2019 года, также ежегодная выплата, также так называемая СНовская выплата. Ольга, а кому необходимо обратиться за продлением пособий? И что для этого нужно предоставить? Да, у нас в 2020 году, получается, из-за пандемии были приняты меры, чтобы минимизировать очные контакты. Соответственно, законодательно было предусмотрено, что выплаты будут автопродления. Автоматически. Да, автоматически. Изначально это было с 1 апреля по октябрь месяц 2020 года. Так как эта ситуация у нас, получается, продлилась, неблагоприятная, соответственно, эти меры были продлены с октября по 1 марта. Соответственно, на сегодняшний день, 3 марта, автопродление уже не действует. К автопродлению у нас относились выплаты, получается, ежемесячные на ребенка, то есть для малоимущих семей, выплата при рождении первого ребенка, который родился, начиная с 2018 года, так называемая путинская выплата. И также это коснулось ежемесячного пособия при рождении третьего ребенка, СНовская выплата. Вот эти у нас выплаты, получается, ежемесячная выплата при рождении ребенка, она назначалась на год сроком. Путинская и айсеновская выплаты, они у нас назначаются по достижению возраста. То есть сначала рождения ребенка до достижения ребенком года, 2 лет и 3 лет. А вот расскажите, какие способы, как обращение к вам и сроки предоставления услуг? Да, вот получается, по этим выплатам, которые 3 сейчас были перечислены, по ним автопродление не действует. Соответственно, если у человека в 2020 году выплата была назначена, в период с октября по март, получается, этого года, то ему подходить не нужно. Ему эта выплата продлится ежемесячная на год, айсеновская и путинская до достижения ребенком 2 и 3 лет. Получается. Если же ребенок, получается, возраста достиг, например, 2 лет, начиная со 2 марта уже 2021 года, то человеку нужно будет подойти к нам в том числе, либо же он может подать заявление электронно через портал госуслуг. Ольга, спасибо вам за участие в нашем эфире. Продуктивного вам дня сегодня. Ну а мы напомним, что сегодня день дикой природы. Любопытная серна, прогуливающаяся по склонам в Краснополянском лесничестве Сочинского национального парка, попала в объектив фотоловушки. Видео было снято еще осенью прошлого года, но так как записи с подобных камер осматриваются раз в несколько месяцев, опубликовано оно было несколько дней назад. На кадрах можно увидеть, как животное, обнаружив камеру, подошло к ней и с интересом стало ее обнюхивать. Испугавшись непонятного предмета, серна отпрыгнула назад. Специалисты отметили, что серны обладают хорошей памятью на места, поэтому любые незнакомые предметы вызывают у них неподдельный интерес. Вот серна делает селфи, да?
Можно так сказать? Очень милая же, очень, прямо не знаю. Да, Степ, у нас поступило сообщение, да? Да, есть еще у нас. Напоследок мы его успеем прочесть. Сообщение на WhatsApp. Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего внука Сандала. Желаем ему здоровья, успеха в учебе и всего самого-самого хорошего. Дедушка и бабушка. Сандал, поздравляем тебя с днем рождения. Ну и поздравляем всех именинников этого дня. Напомню, сегодня 3 марта, середина недели, совсем немного осталось до выходных, праздничных выходных. Да, длинных, опять нас ждут длинные праздничные выходные. До них осталось совсем чуть-чуть. Мы желаем вам всего самого-самого хорошего, самого доброго, отличного дня. Настроения вам.